Темпы реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Коми выросли. Такое резюме дали депутаты Госсовета из Сыктывкара после рейда по транспортным артериям столицы, где по нацпроекту должно быть отремонтировано 12 километров. Были опасения, что подрядчик не уложится в намеченные сроки. Как сейчас обстоят дела, знает Ольга Коняева. Ремонт дорог в столице Коми подрядчик начал в мае одновременно на всех 12 участках. Улицы перекрыли, что затруднило движение и вызвало нарекания водителей. После чего дорожники сменили тактику. Теперь ремонтируют постепенно, участок за участком. На Пушкинском проезде и Сысольском шоссе финал работ. Этот район второй год постепенно обновляют по нацпроекту. Особое внимание доступной среде. Съезды с тротуаров покатые, удобные для маломобильных жителей. Прошлый год мы вот этот участок делали. Делали улицу Пушкина. Соответственно, да, это перемычка, которая соединяет вот эти две артерии, совершенно верно, да, и, условно говоря, создает благоприятные условия для переезда жителей города с одного участка на другой. И дальше улица, допустим, Гаражная, тоже мы ее сделали в рамках ДСБКД, то есть Маркова сделали, да, то есть все вот эти вот соединительные, так называемые постепенно, улицы, чтобы вся цепочка это, да, соединилась, была общей, да. Работа комплексная. Обновляют проезжую часть, тротуары, бордюры. В процессе совместно с муниципальным дорожным хозяйством убрали дорожные неровности, старые деревья, сместили рекламные конструкции. Вот дальше как раз, там даже понадобилось участие Минцифры для того, чтобы разрешить перенести рекламную конструкцию. На Сысольском появится 8 остановочных комплексов с подсветкой. Асфальтированные площадки под них готовы. Важно облагородить и прилегающую территорию, отметили депутаты. Вся работа по нацпроекту синхронизирована с коммунальными службами. Сначала меняют коммуникации, затем асфальтируют. Сформировалась такая командная работа, в которую включены все, и те, кто выполняет подрядные работы, и городская администрация, и ресурсные организации. Вот это взаимодействие, эта командная работа, это основа того, что, так сказать, работа будет выполнена в срок и качественно. Нет споров, нет перекладывания, значит, ответственности на партнера. Есть желание всем вместе сделать эту работу и выполнить ее качественно. Апгрейд Куратова в самом разгаре. Старое покрытие снято, идет демонтаж бордюров и подготовка к укладке. Ко Дню Республики подрядчик обещает заасфальтировать улицу. Здесь планируют большой праздничный велопробег. А в начале сентября сделают тротуары. То, что мы сегодня посмотрели, это уже темпы работы, они, конечно, уже совершенно другие, нежели чем были еще даже 2 недели назад. Достаточно жесткий контроль ведет депутатский корпус партии «Единая Россия». Почему? Потому что и все национальные проекты были предложены именно партией «Единая Россия» и приняты. И мы делали большие широкие совещания с участием подрядчиков для того, чтобы они нам объяснили и графики своих работ, и темпы, и возможности, как они будут, по каким объектам, где начинать, где заканчивать. Судостроительная, трудовая, Олега Кошевого, Охотничья, Магистральная, Майгова, Нагорный проезд. Часть этих улиц тоже отремонтируют по нацпроекту, а еще индустриальную. Она должна стать вторым дублером загруженного Октябрьского проспекта. Но пока подрядчик не справился с возникшими трудностями, что сказалось на графике работ. Под дорогой проходили бетонные различные конструкции, удаление которых привлекло к увеличению сроков производства работ. Более того, подходя к заводу ЛВЗ, обнаружилось множество коммуникаций, которые потребовали переноса. Сдвиги сроков возможны. На сегодняшний день мы просчитываем тот объем, на который пришлось увеличить. Но планируем закончить в этом году, естественно. В этом году в Коми благодаря нацпроекту отремонтируют 23 километра дорог. Еще 13 законтрактованных будет введено в следующем году. Финансирование 972 миллиона рублей. Усть-Куломский район, Кайгородский район. 2 объекта уже как бы в стадии завершения. У нас еще 2 объекта, которые, скажем так, начаты были в прошлом году. Это обход Сыктывкара, у нас 7-10 километр. И Краснотонский Нювчим-Яснок. Автодорога там 25-35 километр. То есть осталось 10 километров ЩМА уложить на дальнем объекте и на ближнем 3 километра. Депутаты остались довольны. Контроль за работами продолжит. Дедлайн для дорожников – конец сентября. Ольга Коняева, Яков Шлегель, телеканал Юрган.